1996 года. Выборы президента России. На образном народном языке «голосуя в день». Так что же мы получили в этот «голосуя в день»? Всеобщие равные и тайны, как записано в законе, или что-то другое? Если говорить об ощущениях, то хочется призвать в помощь модное нынче, век тотальных подмен и мистификаций, общероссийское словцо-паразит. Как бы. Как бы всеобщие, как бы свободные, как бы законные. Может быть, точнее всего будет определить их как вольные выборы. Вольные. Прежде всего потому, что нынешний закон о выборах – документ больше декларативный, чем юридический. Он разрешает, но в нем почти нет строго прописанных ограничений. При нарушении каких положений закона выборы могут и должны быть признаны недействительными в стране, в округе, на участке? Нет ответа. И значит, можно тысячу раз нарушить закон, но выборы все равно будут признаны состоявшимися. Так и было в стране, в республике Коми, в Сыктывкаре. В глубине души у многих из нас, наверное, осталось ощущение неизбежной предопределенности исхода выборов. Ощущение некой тотальной мистификации происшедшего. Ассоциативно вспоминались другие выборы в другой стране. Правда, участвовали в них мы сами. И те выборы тоже носили название свободных, равных и тайных. Что ж, в метафизическом смысле право выбора было и тогда. В конце концов, можно было пойти или не пойти на избирательный участок. Можно было выбрать, вычеркнув единственную означенную в бюллетене кандидатуру. Но многие ли из нас решались воспользоваться этим правом? В строгом смысле этого слова выборов тогда, конечно же, не было. С тех пор мы сделали шаг вперед и получили вольные выборы. И мы еще очень далеки от истинно всеобщих, равных и тайных, свободных выборов. А теперь я поведаю вам об истории, которая тоже связана с выборами. Случилась она здесь, в Сыктывкаре, правда не сегодня и не вчера, а 99 лет тому назад. Тогда еще Сыктывкар носил название Уссысольска, был уездным городом Вологодской губернии с населением 4500 человек. Ну а наша история началась с непримечательного ничем распоряжения вологодского губернатора. Из канцелярии вологодского губернатора от 19 октября 1897 года. Усть-Сысольской городской управе. Предлагаю управе для объявления списка лиц, имеющих право участвовать в выборах гласных Усть-Сысольской городской думы на новое четырехлетие с 1898 года, во всеобщее сведение выставить оный в помещении управы и уездного полицейского управления и известить о том местных обывателей особыми повестками или вывесить объявления на видных местах в городе, посещаемые публикой для подачи в установленный двухнедельный срок заявлений против неправильности или неполноты списка. Усть-Сысольская городская управа от 12 января 1898 года. Его превосходительству господину губернатору. Имею честь донести, что список лиц, имеющих право участия на городских выборах, вывешен вторично для всеобщего сведения. Городская управа полагает созвать избирательное собрание для выбора гласных думы на 18 февраля, о чем покорнейше прошу разрешения вашего превосходительства. Городской голова Забоев. Разрешение было получено, и за несколько дней до выборов городской голова, купец второй гильдии, уважаемый в городе человек Александр Михайлович Забоев распорядился разослать своим землякам, имеющим право избирать и быть избранными, повестку с нарочными следующего содержания. Имею честь известить вас, милостивый государь, что в среду 18 сего февраля в городской управе имеет быть открыто в 12 часов дня избирательное собрание для выбора гласных городской думы на новое четырехлетие. В слышании прошу расписаться. Городской голова Забоев. Собственноручные подписи уссысольских граждан,
живших в городе в прошлом столетии. Почти все из тех, кто имел право голоса на выборах в городскую думу, были грамотными. А имели такое право в те далекие времена немногие. Вот этот список. Из 123 человек, что составляло примерно 2,5% от общего населения Уссысольска в 1898 году. По действовавшему тогда городовому положению, Дума была всесословным, то есть вполне демократическим распорядительным органом власти. Было, правда, два существенных ограничения. К выборам не допускались, во-первых, те, кто не достиг 25-летнего возраста, а во-вторых, избирательное право не распространялось на людей, не владевших недвижимостью и не вносящих подати. В 90-х годах прошлого века имущественный ценз для избирателей таких городов, как Уссысольск, составлял 300 рублей. Считалось, и возможно не без основания, что только зрелые, вполне самостоятельные люди могут ответственно избирать и достойно представлять властные органы. Дума избиралась на 4 года и решала все важнейшие вопросы, касавшиеся жизнедеятельности города. Устанавливала налоги, составляла и распоряжалась городским бюджетом, занималась здравоохранением, просвещением, благоустройством. Здесь, на улице Советской, которая в конце прошлого века носила название Спасской, на месте вот этого деревянного дома находилось здание городской управы. Именно здесь, 18 февраля 1898 года, в 12 часов дня, открыло свою работу избирательное собрание. С явкой, правда, обстояло так же, как и в наше время. Из 123 горожан, которые имели право избирать и быть избранными, пришло только 56. Они приступили к голосованию. Кстати, по городовому положению, тогда такой город, как Уссысольск, имел право избирать Думу, состоящую из 20 гласных и 4 кандидатов в гласные. Из присутствующих согласились баллотироваться в гласные 45 человек. Выборы были закрытыми, то есть тайными. Процедура была такая. В специальный избирательный баллотировочный ящик избиратели опускали шары за и против каждого кандидата. Я думаю, вы понимаете, что выборы в этот день затянулись надолго. Вот это здание перед пожарной каланчой в правом углу кадра, в главной зале которого 18 февраля 1898 года бушевали избирательные страсти. В двадцатку избранных по закону вошли те, кто получил положительное сальдо поданных голосов. Любопытно, что единственный баллотировавшийся в Думу дворянин Степан Владимирович Попов получил больше баллов против, чем за, и в гласные избран не был. Зато членами Думы стали известные в Уссысольске купцы, братья Василий Платонович и Иван Платонович Комлины. Основную же часть вновь избранных думцев составили уссысольские мещане. Собрание избрало и 4 кандидатов в гласные, каждый из которых на случай непредвиденных обстоятельств мог заменить любого из думцев. От Уссысольского городского головы от 21 февраля 1898 года. Имею честь представить вашему превосходительству на распоряжение список избранных гласных на новое 4-летие и кандидатов к ним вместе с подлинными выборными листами и копией журнала избирательного собрания. Городской голова Забоев. Казалось, дело было сделано. Оставалось дождаться формально по своей сути утверждения результатов выборов губернским, по земским и городским делам присутствия до поздравления губернатора. Как вдруг, через несколько дней после избрания Думы, в Вологду, губернскую столицу, поступила жалоба от 4 уссысольских мещан. Суть жалобы, подписанной господами Успасским, Кирьяковым, Кузьбожевым и Поповым, сводилась к тому, что одному из избирателей Думы, мещанину Михаилу Васильевичу Елькину, на момент выборов не исполнилось полных 25 лет. А значит, тем самым была нарушена статья городового положения о возрастном цензе при избрании городского властного органа. К тому же Елькин, который 25-летие должен был отметить только в июле, сам баллотировался в гласные и был избран. Объясняя сие неприятное недоразумение, городской голова Забоев писал губернатору. Имею честь донести до сведения вашего превосходительства,
что в собрании ни я, ни избиратели не могли предвидеть, чтобы Елькин не достиг полного 25-летнего возраста. Во-первых, потому что сам Елькин об этом не заявил, а во-вторых, потому что Елькин по наружному виду представляет из себя личность старее по летам, нежели на самом деле. По современным меркам, казалось бы, какой пустяк. Путей выхода из создавшегося положения было сколько угодно. Можно было заменить непутевого Елькина одним из 4 кандидатов в гласные. В конце концов, для этого они и избирались. Можно было просто проигнорировать жалобу. До 25-летия Елькину не хватало каких-то 2-3 месяцев. Не сомневаюсь, если бы это случилось сегодня, жалобу никто всерьез не воспринял бы. Тем интереснее было проследить по архивным документам, как развивались события тогда, в далеком 1898 году. 28 марта в Вологде для обсуждения вопроса и вынесения решения по нему собралось губернское по земским и городским делам присутствие. Присутствие постановило: на основании статьи 25 городового положения Елькин, как не достигший 25 лет от роду, мог пользоваться правом голоса на выборах не лично, а через уполномоченного. Самое участие его, Елькина, в выборах гласных, не говоря уже об избрании его в гласные, является нарушением установленного для выборов порядка. Из канцелярии вологодского губернатора от 22 апреля 1898 года. Предлагаю вам, милостивый государь, озаботиться о производстве новых выборов гласных взамен признанных присутствием недействительными. Губернатор. Вдумайтесь, была нарушена всего одна единственная незначительная статья городового положения о выборах городской думы. И все. Весь огромный избирательный механизм пришлось запускать по новой. В результате повторные выборы в Уссысольскую городскую думу состоялись только через полгода, в августе 1898 года.